Единственная ель растет у подъезда Деда Мороза. Обычная квартира, необычный человек. Знаменитое полотенце с собачкой, которое мелькает в коротких сюжетах Виктора Алексеевича. Книги ждут своих читателей. К сожалению, большинство его книг напечатаны не в России. Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне грусть далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне грусть далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Войн было немало, выпадало сына, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне грусть далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне грусть далекие тысячелетия. Далекие тысячелетия. Я в Тюмени приехал навестить нашего летописца Виктора Алексеевича. Приближаюсь к дому, где он живет. Обычная пятиэтажка. Адрес называть не буду. Можно по приметам найти. Единственная ель растет у подъезда Деда Мороза. В принципе, все логично. Вот здесь на третьем этаже и живет наш Дедушка Мороз. Обычный дом, обычная квартира, необычный человек. Я в квартире Виктора Алексеевича. Он отошел в магазин и решил показать его подписчикам, как живет наш писатель. Сразу, что бросается в глаза, это вот следы от кошек. Большую часть времени Виктор Алексеевич проводит на даче. И в конце сезона нерадивые дачники оставляют огромное количество кошек там.
Виктор Алексеевич вывозит их оттуда. Какое-то время они находятся у него дома, а потом он их устраивает, так скажем, в добрые руки. Книги небольшое количество, на даче, я думаю, их больше. Но дело в том, что я больше чем уверен, что все они прочитаны. Они просто стоят в шкафу. Стол, ноутбук, где писалась последняя повесть, летопись. Ну а вот знаменитое полотенце с собачкой, которое мелькает в коротких сюжетах Виктора Алексеевича. Я приехал, как раз в это время вышла местная газета. На первой полосе губернатор. Он не понимает, что он выступает на разогреве у более знаменитого человека Виктора Алексеевича. Вот вышла статья. Ну, это две коробки с недавно изданной книгой. Джоу. Вот ждут, книги ждут своих читателей. Ну а это книги самого Виктора Алексеевича. Если буду не точен, возможно, он поправит меня потом, если этот ролик вообще увидит свет. К сожалению, большинство его книг напечатаны не в России. То есть наши издательства не видят, видимо, в этом коммерции, и поэтому вот эта книга напечатана в Болгарии, это в братской Украине, Канада, По поводу этой книги. Виктор Алексеевич считает, что не напечатанный его рассказ «Прощай, война», собственно, после которого он и отправился в поход 2019 года вместе с Александром. Он не напечатан, но где-то на интернет-порталах, по-моему, он существует. «Прощай, война» называется. Здесь в этой книге его нет. Это тоже Канада. Тоже напечатано в Канаде, издано. Опять Канада. 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 Это российское издание. Это книга, которую читал Саша Ангел в дороге. Виктор Алексеевич описывал это. Александр сказал, что шел на ходу, читал книгу, а что впервые в жизни он читает книгу, а автор этой книги дышит ему в затылок. Ну и вот последняя, изданная исключительно на его личные деньги, пока еще себя не окупившая, документальная повесть «Джоу». Если что не так, Виктор Алексеевич меня поправит. Мысли о продолжении пути весной я не оставляю. Но время мужик предполагает, Бог располагает. Всем всех благ, слава роду.
гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия,